нужно этого культа Ленина, да? Пускай историки пытаются объективно в этом разобраться. Пускай они действительно рассмотрят, в чем он был прав, в чем он ошибался. Он сам никогда и не претендовал на то, что он ни в чем не ошибается. Он откровенно признавал свои ошибки. Кстати, отличие Ленина от всех других правителей и вообще политиков того времени было то, что он был очень гибким тактиком. Он умел понять, где он ошибся, он умел признать и исправить свою ошибку. Да? Ну вот замечательный пример, да, военный коммунизм. Ведь большевикам казалось, что все, они победили, что скоро произойдет революция в Европе, что все, надо строить коммунизм. Да? И они стали строить коммунизм. В 20-м году даже экономист, он был такой советский экономист Юрий Ларин, да, предлагали Ленину проект перейти к безденежной экономике. Просто распределение продуктов без денег, как при коммунизме. Да? И шаг остался для того, чтобы это сделать. И что началось? Начались крестьянские восстания. И Ленин осознает, говорит, мы победили в крестьянской стране. 8% населения крестьяне. Они не то, что какой-то там коммунизм и социализм. Они так сказать, элементарной политэкономической грамоты не имеют. Да? То есть, чего они хотят? Они хотят торговать с городом. Хотят торговать с городом. И в такой стране Маркс же говорил, что коммунизм можно построить только в очень развитой стране. Там, где капитализм так сказать, созрел и перезрел, да? Там, где он уже заката клонится, где он уже столетиями развивался и исчерпал себя полностью, да? Ничего положительного не осталось, да? А в России, капитализм в России стал при Александре II только развиваться. Он, собственно, не успел даже на ноги встать. Народники-то вообще-то оказались правы, да? Россия перепрыгнула, как бы, капитализм и в социализм пошла, да? Хотя Ленин с ними спорил в начале своей карьеры. Так вот, и Ленин что делает, да? И Ленин объявляет НЭП.